Черного моря в столице Абхазии очередной раз случилось чудо. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает. Театральная площадь заполнена до отказа. Громкие аплодисменты, бесконечные овации. Так в родной Абхазии встречают Хиблу Гирзмава и ее друзей, выдающихся деятелей музыкального искусства. У самого моря, прямо под открытым небом, в этот душный вечер августа великая музыка и великие голоса пробирают до дрожи. Эхом над берегом разносятся легендарные произведения. Гостей радушно по-кавказски принимает народная артистка Абхазии и России, всемирно известная оперная дива Хибла Гирзмава. Сердца зрителей были тронуты с первых нот. Открыли фестиваль композиции «Песнь о скале». Затаили дыхание и набережная, и все улицы вокруг. Со сцены звучали трогательные советские песни в новом звучании, а также абхазские композиции. Заглушали шум прибоя произведения, знакомые и любимые нескольким поколениям. Зрители с замиранием сердца встречали и провожали каждый выход на сцену. Одушевленные, веселые и растроганные в этот вечер люди не сдерживали эмоций. Говорят, что музыка способна коснуться глубин души. И неудивительно, что фестиваль Хибла Гирзмава приглашает родился именно в Апсны. Первый фестиваль прошел в 2001 году, и каждый раз это праздник необыкновенной музыки. Помолчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова, и виноваты мы, а любовь. На своей родине это место моей силы, это мои корни. И поэтому каждый год летом мы делаем изумительный народный фестиваль. И я очень рада, что у нас сегодня будет полная площадь и замечательная программа с Петром Востоковым, с большим джазовым оркестром, замечательные песни, которые мы знаем, это песни наших мам и бабушек. И вот такое немножко будет все свежее, все с воздухом. И мне думается, что начало 24-го фестиваля прекрасное. Сегодня и 5 числа у нас Витийский храм, 8-го Пицунский храм. И мне кажется, у нас очень красивая программа 24-го фестиваля. Легендарный коллектив Петра Востокова славится бережным отношением к партитуре и использованием инструментов, актуальных для времени, в которое была написана музыка. Артисты впервые приехали в Абхазию. В основе то, что мы будем играть сегодня, программа, сделанная полгода назад, она связана с музыкой, которая родилась вот на перекрестке звучания джазового оркестра и советской песни. Собственно, кому-то может показаться это странным, это сочетание, но на самом деле популярная музыка, советская песня в нашей стране и джазовый оркестр, скажем, если говорить про 30-е, 40-е, 50-е даже годы, это одно и то же. Поэтому, естественно, будут звучать мелодии, скажем, Исаака Дунаевского, человек, который создал в каком-то смысле советскую песню, и он же является одним из пионеров советского джаза. И таких примеров очень много. Программа фестиваля стала нежным подарком для жителей и гостей Сухума. Вечером, наполненным светлыми воспоминаниями и легкой нотой ностальгии. Хибла Гирзмава с песней из Харузи привнесла невероятную эмоциональность и глубину, заставляя каждого слушателя проживать каждое слово и каждую ноту вместе с ней.
Фестиваль, как и его хозяйка, гастролирует по всему миру, но всегда возвращается домой. Каждый приезд оперной дивы на родину – настоящий праздник для ее поклонников. Многие мечтают попасть на ее концерт, и, находясь здесь, в Абхазии, их мечты сбываются. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказку спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Не пожелай, любовь. Блистательная, наслаждаемся. Просто восторг, восторг. Знаете, с первой песни до этой просто наслаждение, радость. Я счастлива, что мы имеем возможность ее слушать. Это всегда прекрасно, мы каждый год ходим на ее концерты. Замечательно, потому что все это мне знакомые песни. Я уже человек старой формации. Вот, и я рада услышать такое разнообразие. Море цветов преподносят непревзойденной оперной диве. Среди них глава государства Батра Кунпа. В завершении концерта небо абхазской столицы украсили тысячи огней. Праздничный салют в честь открытия фестиваля. Бесконечные овации. Так зрители провожали всеми любимую Хиблу Гирзмава. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.